Пещера Шульганташ. Широкую известность ей обеспечили слава уникального памятника природы и еще более уникальной сокровищницы древнего искусства. До обнаружения наскальной живописи вход в нее был неограниченным, что имело весьма плачевные последствия. Вездесущий Вася, повсюду оставляющий приметы своего присутствия в виде надписей о том, что он здесь был, успел повредить многие творения художников каменного века. Ученые десятилетиями били тревогу, но решение данной проблемы, примиряющее вопрос охраны культурного наследия человечества с интересами туризма, было найдено совсем недавно. В 2016 году был образован историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульганташ». Каковы его функции? Как его создание отразится, с одной стороны, на сохранности древних артефактов, а с другой стороны, на возможности соприкоснуться с прекрасным? Ведь искусство, как говорил Ленин, принадлежит народу. Шульганташ без преувеличения можно отнести к одним из древнейших на Земле объектов сакральной географии, который оставался таковым на протяжении многих тысяч лет вплоть до современности, что подтверждается данными археологии и космогоническими мифами, которые легли в основу башкирских народных эпосов Урал-Батыр, Акбузат и других. Именно вокруг объектов, расположенных в пещере и рядом с ней, разворачиваются главные сюжеты названных фольклорных памятников, а имя одного из эпических героев, Шульгана, дало название пещере. Я считаю, что вот этот вот феномен пещеры, он, конечно, потрясающий, и я не знаю ни одного такого примера, чтобы вот, собственно, древняя пещера, древнее святилище, она оставалась святилищем, меняя, конечно, свою форму, потому что уже местное население ничего не знало о рисунках. Тем не менее, пещера воспринималась именно как вход в подземный мир и сам подземный мир, где обитают вот души умерших, где обитают какие-то подземные существа. Вот. И по сути дела, так сказать, мы можем говорить о том, что вот эта пещера, она сформировала вот это представление о вот мироздании, где есть нижний мир и верхний мир, и средний мир, где обитают люди и животные. Имя младшего брата Шульгана, Урала, стало наименованием не только отдельно взятого хребта Уралтау, но и всех Уральских гор, а также огромного Уральского региона и одноименного федерального округа, раскинувшегося от степей Казахстана до Северного Ледовитого океана. Без преувеличения можно сказать, что Шульганташ является духовным сердцем всего Урала. Таким образом, значение пещеры, рассматриваемое во времени и пространстве, для формирования культурных кодов Башкортостана и всей России трудно переоценить. Ну, это уникальный памятник мирового значения. Таких памятников у нас в стране больше нет. На всю Северную Евразию, если исключить Западную Европу, на всю Северную Евразию, собственно, это один такой памятник. И понятное дело, что он достоин всяческого внимания и изучения, и популяризации. И с целью популяризации как раз и строится музей, который будет рассказывать об этой пещере, об ее исследованиях и о ее рисунках. Первое печатное описание пещеры Шульганташ привел автор XVIII века Петр Иванович Рычков, 1712-1777, русский географ, историк и экономист, член-корреспондент Петербургской академии наук. В статье «Описание пещеры, находящейся в Оренбургской губернии», Рычков оставил самую раннюю в научной литературе фиксацию названия пещеры. Он писал: «Он и источник или паче речку башкирцы называют Шульюган, а по нем и всю пещеру именуют они Шульюган-Таши». Пожалуй, наиболее важное в статье Рычкова – это пересказ мифологической фабулы эпоса Акбузат, являющегося в свою очередь продолжением эпоса Урал-Батыр. По сути дела, это первое известное литературное свидетельство о существовании названного цикла эпических сказаний. Цикл эпосов, привязанный к конкретному объекту, вот такому грандиозному, он
так сказать, подпитывал его сохранение. И главное, так сказать, сама вот эта мифологическая, эпическая традиция, она формировала мировоззрение. Мы видим, вот, как рассыпано, так сказать, в мифологии, в обрядности, в фольклоре башкир вот как раз вот эти вот реминисценции, вот эти искорки, так сказать, этого древнего мифологического представления и эпосов. Вот. И даже поздний эпос исторический, вот, Салават Юлаев фактически повторяет вот эту эпическую традицию, он даже совершает схожие подвиги, в общем-то, и по сути дела, так сказать, вот, превращаясь в такой же мифологический персонаж. Вот, в общем-то, это 18-19 век. Название Капова пещера появилось после того, как в этих местах появилось русское заводское население. Член Императорского географического общества Федор Симон в 1896 году отправился, по его словам, посмотреть, что такое Каповая пещера, гордость бурзянских башкир. Он также писал: «Теперь ее все зовут Каповой от капообразных наплывков по стенам, придающих ей особенную прелесть». Однако наскальные рисунки были обнаружены лишь в 1959 году биологом башкирского заповедника Александром Рюминым. Уже на следующий год к пещере отправилась археологическая экспедиция, которую возглавил Отто Николаевич Бадр, советский археолог, доктор исторических наук, член Международного союза по изучению четвертичного периода Инква, комиссии по изучению геологии и географии Карста АН СССР, Итальянского института предыстории, Общества доисторической археологии Франции. Alors, on peut dire que la grotte de Sougantès c'est une grotte d'une grande importance dans l'histoire de la préhistoire du monde mondial. Il y a beaucoup de ressemblances avec les grottes de Cantabrie. C'est un facteur très étonnant et très curieux, mais on peut trouver les mêmes représentations. On trouve des chevaux, on trouve des mammouths, on trouve des rhinocéros, on trouve des bisons. Ce sont les mêmes représentations qu'on trouve dans la grotte soit en Cantabrie, dans le nord de l'Espagne, soit dans la vallée de la Vézère en France. Ça veut dire que vous avez là un patrimoine d'intérêt mondial. Ça mériterait être le patrimoine mondial de l'UNESCO. До недавнего времени живопись каменного века в общем восприятии была представлена лишь наскальными изображениями провинции Кантабрия на севере Испании и ряда регионов юга Франции. Мировую известность получили пещеры Альтамира, Ляско, Фон-де-Гом, Шове и другие. Шульганташ по ряду причин оставался почти неизвестным. Тем большим было удивление европейских специалистов после непосредственного знакомства с пещерой. Ici, on est vraiment dans un cas exceptionnel dans cette grotte, parce qu'on est à 4000 km de grottes ornées européennes. Alors ça veut dire qu'il y avait un point culturel d'une grande importance ici. Ils sont vraiment un des chefs d'œuvre dans tout le monde entier. Рисунки Франко-Кантабрии очень выразительные, реалистичные, нарисованные с учетом перспективы, полихромные, одним словом, выполнены на высоком художественном уровне. На их фоне живопись Шульганташа, казалось бы, проигрывает, но это только на первый взгляд. Наши рисунки в пещере Шульганташ, они выполнены, можно сказать, в традициях такого минимализма. То есть основные черты, если речь идет о зооморфных изображениях, основные черты изображения прорисованы таким образом, что любой человек, который имеет какое-то общее представление о животном мире, легко распознает каждого представителя фауны. Другая особенность – это уникальные геометрические знаки. Например, вот эти молоточковидные знаки, трапеции с ушками. Техника рисования зависела не только от индивидуальных способностей мастера, но и местных условий подручного материала, что в конечном итоге сформировало определенную художественную традицию. Считается, что в Шульганташ рисунки сделаны охрой, и чем больше я с ними работаю, тем чаще я начинаю думать, что это не вполне корректно. У меня не поворачивается язык называть эти рисунки сделанные охрой, потому что во многих случаях очень живо используется рельеф. И одно из важных, с моей точки зрения, отличий наскального искусства от
какой-либо другой живописи или графики в том, что древние художники не рисовали на чистом листе. Это не был белый лист бумаги, так как мы это делаем сегодня. И очень часто складывается ощущение, что они приходили в пещеру, и в пещере уже было какое-то изображение, что-то, что они видели, и охрой, или гравировкой, или пикетажем они просто подрабатывали какие-то уже заданные природные формы. Минимализм в сочетании с изображением геометрических фигур и знаков, которые отсутствовали в животном мире, говорит о высоком уровне абстрактного мышления южноуральских художников, пытавшихся с их помощью выразить пока неизвестные нам понятия. По сложности и количеству символов Шульганташ не имеет себе равных. Было даже высказано мнение о прообразе некой письменной системы. Древний человек перестал быть для нас диким. Он гораздо меньше отличался от нас, чем это считалось в конце XIX века. Люди, которые создавали эти изображения, они были мастерами очень высокого уровня. И одна из проблем в том, что это искусство, оно до нас дошло уже в готовом виде. У нас нет никаких, ну или почти никаких мест, где мы могли бы говорить, что вот здесь они учились, что вот здесь были какие-то там школы или что-то еще, хотя школы, несомненно, рисовали, школы, несомненно, были. Вот. Но очень часто можно выделить чуть ли не руку одного мастера, да, или, по крайней мере, какой-то вот там близкий кружок. Это люди гораздо более похожие на нас, чем думали об этом раньше. После смерти Отто Бадера исследование в пещере возглавил Вячеслав Евгеньевич Щелинский, доктор исторических наук, начальник Южноуральской палеолитической экспедиции Ленинградского отделения Института археологии АН СССР. В те времена господствовала идея музеификации пещер, привнесенная из Европы. С точки зрения, которая начала доминировать уже с начала 70-х годов, это было характерно тогда для европейских памятников, пещеры превращали в музеи. То есть возникла идея осветить полностью пещеру электрическим светом, развесить там гирлянды, провести трапы по всем ходам, во всех залах, пробить даже тоннель в новый район пещеры, который в 1961 году был открыт. К счастью, этим планам не суждено было сбыться, причем по довольно банальной для нашей страны причине – недостаточность финансирования. Когда в 1995 году во главе естественно-научных экспедиций в пещере Шульганташ находился Юрий Сергеевич Лехницкий, кандидат геолого-минералогических наук, председатель комиссии карстоведения и спелеологии Русского географического общества, ведущий специалист Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени Карпинского, был поставлен вопрос о необходимости уменьшения антропогенного воздействия на пещеру. Начались поиски путей решения данной проблемы. Пришлось ехать в Испанию и Францию, чтобы изучить тернистый путь проб и ошибок европейских коллег. В первую очередь, что впечатлила открытость европейских коллег. Они без стеснения совершенно говорили о тех проблемах, о ошибках, которые они совершали. Они действительно были, потому что на тот момент, когда наша пещера Шульганташ пытались превратить в музей, и нам это не удалось, и слава богу, им это удалось, потому что у них было финансирование, возможности для этого, и в частности пострадали от этого многие памятники, например, пещера Ласко. Это привело к чему? Это привело к микробиологическому поражению самой пещеры. У них формировалась плесень на стенах, перекрывала рисунки. Они рассказали о всех этих проблемах, о своем пути, по которому они прошли, и наиболее современным способом сохранения любого памятника наскального искусства в Западной Европе сегодня считается формирование музея недалеко от самой пещеры, в котором размещаются копии наскальных изображений. В 2013 году при научно-производственном центре по охране культурного наследия Минкульта Республики Башкортостан был образован историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульганташ». В 2016 году он приобрел статус самостоятельного юридического лица. Таким образом, биосферный заповедник Шульганташ Минприроды Российской Федерации занимается охраной пещеры как памятника природы, а музей курирует ее культурную составляющую.
В 2014 году, когда номинировали пещеру Шульганташ, рисунки пещеры Шульганташ в список всемирного наследия ЮНЕСКО, мы пригласили европейских экспертов ЮНЕСКО. И когда они осмотрели пещеру, осмотрели рисунки, был выставлен ряд требований. Во-первых, это приведение пещеры в соответствующий вид, это реставрация всех поверхностей пещеры, где есть рисунки, установка современной системы мониторинга по климату, по состоянию пещеры, упорядочение всех экскурсионных маршрутов, туристических маршрутов, чтобы они были безопасны. Пещера была очень в плохом состоянии. И, естественно, эксперты ЮНЕСКО сказали, что в таком виде ЮНЕСКО его не примут, это однозначно. Однако специалистов по очистке пещер от антропогенного вмешательства в России не было. Пришлось вновь обращаться к европейским коллегам. Они в один голос говорили, что с этой проблемой может помочь только Эудаль Гиямет, реставратор, эксперт в области сохранения наскальной и настенной живописи, советник правительства Андорры по оценке культурного наследия, консультант ЮНЕСКО и ООН. При его участии были отреставрированы настенная живопись собора Альби во Франции, Академия d'Испания в Риме, гробница Нефертити в Египте. Первый раз он приехал, ознакомился с пещерой, сказал, что он берется за это дело, но объяснил, что если он пригласит европейских реставраторов, это будет нам очень дорого. Поэтому мы сформировали здесь на базе нашего научно-производственного центра группу специалистов, которые были готовы помочь, были готовы обучаться. Нам важно было не просто проводить реставрацию пещеры силами европейских ученых, нам важно было здесь обучить наших специалистов этому делу, потому что в будущем в России такие реставраторы нужны были. Эудаль Гиямет, реставратор из Андорры, он, конечно, отметил, что пещера Шульганташ, наверное, была самой грязной пещерой, которой он работал в своей жизни. Однако, когда правительство республики выделило средства и начался процесс строительства здания музея, неожиданно возникли сложности. В прессе появились статьи, имевшие целью помешать реализации проекта, а затем полетели иски в судебной инстанции. Сотрудникам музея пришлось отстаивать в суде даже право использовать в наименовании своего учреждения название Шульганташ. Все на уровне сплетен и слухов. Вот эти кривотолки, они формировались. Считалось, что музей-заповедник планирует закрыть действующий туристический маршрут. В некоторых статьях СМИ упоминалось, что это рейдерский захват. На самом деле это просто было формирование учреждения, которое должен со своей стороны помочь федеральному заповеднику сохранять пещеру и развить его потенциал в том числе. Пришлось вот это доказывать долго, отстаивать свои взгляды. Где-то на судах нам пришлось, и в Верховном суде Республики Башкортостан, и в Верховном суде Российской Федерации мы доказывали свою правоту и доказали свою правоту. И сегодня наши оппоненты, они все признают, что действительно наш проект, он оказался жизнеспособным, наш проект оказался правильным, и сейчас все наши оппоненты, к большой нашей радости, стали нашими сторонниками. Одновременно со строительством здания музея началась работа по созданию факсимиле, то есть копий рисунков пещеры Шульганташ. Для этого были привлечены одни из лучших специалистов Франции. C'est assez fabuleux, je suis assez impressionné par tout ce qui a été fait ici, tout ce qui est en cours. J'ai participé à pas mal de réalisations comme ça et j'avoue que cette réalisation-là me bluffe vraiment. D'une part pour l'ampleur du projet et puis aussi pour la qualité de ce qui a été fait et de ce qui va être fait. Je suis très content de participer à ce projet-là qui se passe très bien parce que les équipes compétentes ici sont vraiment parfaites, il y a une très très bonne collaboration et franchement je suis vraiment bluffé par ce musée-là. Реставрационные работы в пещере под руководством Эудаля Гиямета велись на протяжении 3 лет. Более 120 квадратных метров поверхности, занятых рисунками, были очищены от граффити. При этом удалось сделать громкую мировую сенсацию в научном мире последних лет. В ходе очистки от кальцитовых наслоений было открыто изображение верблюда Бактриана,
который, как выяснилось, обитал на Южном Урале с эпохи позднего палеолита. Вплоть до начала 20 века это животное использовалось в быту коренным населением края. Сотрудники музея-заповедника расчистили вот верблюда, да, это было продолжение работ, начатых Бадером. И эти работы еще не окончены, потому что вы видите, что часть плоскости находится под кальцитом по-прежнему. Для того, чтобы предпринимать какие-то меры по сохранности рисунков дальше, нужно сначала очистить всю плоскость, а потом дальше думать о том, как консервировать. Oui, oui, c'est très bien. Simplement de dire que on est dans les panneaux, on peut dire les plus compliqués, parce que quand ils ont peint, les artistes préhistoriques, il y avait déjà des problèmes de conservation de la surface. Ils ont peint dans une surface, il était déjà cassé, abîmé. Et après, il y a eu l'intervention de Bader, l'intervention de Filatov et la nôtre qui ont mis à jour ces panneaux. При знакомстве с пещерой зарубежные специалисты в первую очередь поражались размерами пещеры, ее протяженностью, а это около 3 километров, высотой сводов и общей площадью, достигающей 20 тысяч квадратных метров. Чтобы исследовать такое пространство, нужны многие годы, поэтому пещера хранит в себе много тайн. Музей-заповедник Шульганташ, недавно созданный, он располагает очень хорошей материально-технической базой, которая позволяет проводить работы, о которых даже ученые раньше мечтать не могли. То есть у нас очень хорошая фототехника, очень хорошая оптика, очень хорошая компьютерная техника, которая позволяет большие объемы цифровых данных обрабатывать. Открываются новые пятна практически каждую неделю, и нам их еще предстоит идентифицировать. Где-то 30% наскальных изображений пещеры, они еще пока скрыты под натеками кальцита, микрита, либо не распознаются глазом. Вот то, что делается в пещере Шульганташ, новые открытия научные, они разносятся по всему миру резонансно. И они работают на имидж республики Башкортостан, на нашу науку, потому что все, что находится в пещере, научные открытия, они имеют международное значение. Сотрудники музея в сотрудничестве с приглашенными специалистами уже несколько лет ведут кропотливую работу по созданию музея мирового уровня. Заканчивается монтаж рельефных панно с копиями наскальных рисунков. Скоро они станут открытыми для посетителей. Oui, alors bon, vu l'envergure de ce projet-là, c'est quelque chose qui représente l'équivalent d'un musée national, quoi, quasiment. Où ça dépasse le musée départemental, quoi. Donc c'est vraiment un investissement qui est magnifique. Je pense que c'est d'envergure internationale. Je pense que ça peut amener aussi une clientèle touristique d'autres pays, quoi, sans problème. Alors l'impression c'est que c'est un musée très moderne qui va être mis en place. Spacieux où les pièces centrales elles sont dédiées à la grotte. Du coup c'est quelque chose de très gratifiant pour la grotte et l'environnement. La comparaison à d'autres musées, il y a des ressemblances effectivement au niveau de l'architecture. On retrouve des lignes, quelque chose de très anguleux, triangulaire. On retrouve un peu un design assez moderne comme ça qu'on voit en France dans les musées. Et l'intérieur très moderne, même dans l'agencement des pièces, tout ce qui est mis en place. Oh, c'est surprenant, oui, je ne pensais pas voir quelque chose d'aussi grand, très moderne. Et il y a pas mal de place en fait. Après, j'ai pas vu la partie des traditions populaires. J'aimerais bien voir. Mais en fait, en tout cas pour tout ce qui est préhistorique, oui, c'est pas mal. Ouais. Феномен наскальной живописи пещеры Шульганташ поставил перед учеными множество вопросов. С учетом того, что образцы палеолитического искусства впервые были обнаружены во Франко-Кантабрии, первенство в этом отношении всегда давалось Западной Европе. Однако синхронное существование самостоятельных очагов интеллектуальной активности на двух полюсах Европы, в Пиренеях и на Урале, поставило этот тезис под сомнение.
По всей видимости, теперь следует говорить об универсальности процесса духовного роста человека эпохи Палеолита. Строящийся музей призван показать посетителям всю оригинальность искусства древних мастеров Шульганташа, связь пещеры с эпическим наследием башкирского народа и ее место в истории обширной территории по обе стороны Уральских гор. Концепция музейной экспозиции, музейного комплекса, она такая своеобразная. Просто в отличие от европейских памятников, мы не можем создать копию всей пещеры, она огромная. И поэтому было принято решение изготовить только фрагменты стен с наскальными изображениями, а те впечатления, которые можно получить от посещения пещеры, турист их получит вот в этом разрешенном туристическом маршруте. Если сейчас в год идет 60-70 тысяч туристов, мы предполагаем, что в будущем это будет 150-200 тысяч туристов. Это даст очень большой толчок для развития бизнеса в Бурзянском районе, в прилегающих районах, потому что это даст очень много новых рабочих мест. Ну и с другой стороны, это еще и это гордость. В таком хорошем уровне, на таком хорошем месте построен современный музейный комплекс. Если там будут и достойные гостиницы, достойные места проживания, и достойные условия, это будет, конечно, привлекать много туристов. Следует сказать, что проект историко-культурного музея «Пещера Шульганташ» получил безоговорочную поддержку со стороны руководства Башкортостана, как моральную, так и материальную. Глава республики неоднократно посещал строящийся объект, на который, кстати, было выделено 350 миллионов рублей. Мы верили, что построим. Это очень нужный музей. Здесь культурное, здесь очень важно научное, здесь познавательное, здесь историческое явление. Поэтому музей мы где-то к началу, в первом квартале следующего года сдаем. Но я уже сейчас попросил руководителей, чтобы они уже сделали план научных, культурных мероприятий, которые здесь будут. Это будет, как я говорил, симфоническая ночь, здесь будут симпозиумы научные проводиться, здесь будут учебные мероприятия проводиться. Вот. Здесь закипит жизнь. Но это вот то, что называется цивилизованный туризм. Но самое главное, учреждение музея-заповедника Шульганташ даст новое дыхание систематическому изучению пещеры, поднимет ее позиционирование как уникального памятника природы и культурного наследия человечества на более высокий уровень, а также откроет широкие возможности для продвижения Башкортостана во всех измерениях мирового пространства.